Меня зовут Геннадий Корнеев, я являюсь директором Центра по развитию калмыцкого языка в Элисте в Калмыкии. Сейчас нахожусь у себя на работе. И вот уже с 2019 года, уже практически традиционно мы встречаемся с представителями вашей ассоциации здесь в таком вот в Zoom, в удаленном режиме и рассказываем о разных явлениях истории, культуры нашей, языка и так далее. Это уже стали практически такие постоянные традиционные лекции, но тем не менее вопросов остается очень много, тем более, что недавно правительство Калмыкии потребовало от Центра калмыцкого языка, учитывая тот опыт, который у нас уже есть, очень плотно начать взаимодействие с зарубежными диаспорами калмыцкими для того, чтобы, ну, у нас опыт был, и поэтому, естественно, нам это и все было поручено делать вот с зарубежными диаспорами для того, чтобы вы там, живя вдали от родины, не теряли своих корней, своей традиции, прошлого и так далее. В преддверии праздника Цагансар, официально объявленного в Калмыкии праздником, это 3 марта у нас будет, вот я решил рассказать о традициях празднования Цагансара, как можно больше, интереснее. Но, конечно, я не знаю, насколько будет время, я так рассчитываю, примерно минут 30, наверное, я поговорю, расскажу некоторые вещи, потом постараюсь ответить на вопросы, которые возникнут у вас. Вы фиксируйте, пожалуйста, все, что у вас будет. Здесь есть люди, которые владеют калмыцким языком. Может быть, вообще всю лекцию провести на родном языке, нет? Как идея? Частично, частично. Хочется, Да, конечно, хорошо, давайте послушать. тогда я буду использовать Можно. калмыцкий язык в тех местах или в тех этих, где будет возможность это делать или будет необходимость это делать. А все Мгм. остальное мы постараемся сделать уже так вот на общедоступном и понятном языке вообще для всей Российской Федерации, ну и, естественно, для вас, для тех, кто уехал из Калмыкии не так давно и еще помнит русский язык. Конечно, это очень важно, не забывать и свой язык, и русский язык. Поэтому прежде всего начнем с того, о чем мы говорили уже до включения записи, о том, почему же Цагансар у нас празднуется 3 марта официально. Давайте сейчас совершенно быстро обсудим этот момент. Дело в том, что буддийская астрология у калмыков полностью, стопроцентно, это тибетская астрология. Астрология, которая была выработана в Тибете. В самом Тибете существует 8 больших традиций астрологических, практически в каждой провинции своя. Отчеты у них ведутся несколько отлично друг от друга, но основополагающим, важнейшим трактатом по астрологии является трактат, который называется Вайдурия Карпо или Белый Берил. По-калмыцки это будет Цаган Биндрия. Этот трактат был написан в 17 веке, в то время, когда пятый Далай-лама уже умер, но его смерть скрывалась. Наместник, регент, который находился на троне у на троне пятого Далай-ламы, говоря о том, что пятый Далай-лама находится в глубокой медитации, в ретрите, но по мере своих возможностей руководить страной. Это было сделано для того, чтобы не случилось политического кризиса. В то время Тибет был в достаточно сложной, щекотливой обстановке. В первую очередь она заключалась в том, что Китай давил на Тибет и пытался его присоединить к себе. Второе, это было очень тесные контакты пятого Далай-ламы с джунгарами, вплоть до того, что есть предположение о том, что пятый Далай-лама владел калмыцким языком. Несколько текстов, написанных для айратов, имеют прям большие такие вставки на калмыцком языке, что на айратском языке, что имеет как следствие предполагать, что пятый Далай-лама владел нашим языком в какой-то мере. Ну и это на самом деле еще подтверждается тем, что Заяпандита был одним из 10 его ближайших учителей, единственный человек, кто был допущен вообще к такому великому религиозному деятелю, как пятый Далай-лама, был именно Заяпандита, который, вероятно, его и обучил многим вещам. В нескольких молитвах в собрании сочинений пятого Далай-ламы, посвященных или направленных на айратов, есть вставки о том, что, точнее, вставки
на калмыцком языке. Это очень интересно, это еще совершенно не исследованная тема. Я думаю, что мы постараемся ее каким-то образом изучить. Так вот, когда пятый Далай-лама умер, для того, чтобы не случилось политического кризиса между джунгарами, между монголами и между Китаем, его смерть очень долго скрывалась, и в это время правил регент, которого звали Деси. Деси — это титул его, Санге Гецо. Санге Гецо — это его собственное имя. Он был достаточно образованный монах, высокообразованный монах, просто даже, наверное, великолепно образованный монах, который знал огромное количество различных буддийских традиций, и основываясь на них на всех, при анализе всех систем астрологии Тибета, он вывел одну единую общую систему, которую назвал трактатом Вайдурья Карпо или Белый берил. Это очень редкий камень, поэтому явление этого текста вообще в тибетской культуре было необыкновенно редким. И вот тогда, в 17 веке, эту традицию вместе с Зая-пандитой, вместе с Галдан Бошуктуханом, вместе с величайшими монахами айратскими, айраты заимствовали для себя. С этой традицией мы живем по настоящее время. С этой традицией по настоящее время живет его святейшество Далай-лама. С этой традицией живут все крупные монастыри нашей традиции, Шаршаджна или традиции желтой веры. В последующем, через какое-то время, в конце 18 века, еще один айратский монах, ну, как бы говоря еще один, я имею в виду то, что был Зай-пандита, были еще выдающиеся монахи, около 20, наверное, 30 человек вообще повлияли на всю религиозную жизнь Тибета в целом, не говоря уже за айратов, монголов или еще кого-то. Так вот, один из этих величайших монахов, живший в Алашане, по одним сведениям он был Хошутом, по другим сведениям он был Тургутом, его звали, ой, сейчас, вылетело из головы, вот сейчас прям хотел сказать, прошу прощения, не Дандар Харамба, а как, Паксан Джунсан написал труд по истории хронологии Тибета, он, ой, как его зовут? Не Диндун Чуйпель. Сейчас я быстро посмотрю в интернете. Паксан Джонсан, автор. Эту хронику, кстати, вот, все. Эту хронику перевел выдающийся бурятский исследователь, тибетолог, исследователь религии Ригмей Ишевич Пубаев полностью на русский язык. Так вот, этого монаха звали Сумба Хамбо Ише Пельджор или Ише Бальджир, как монголы произносили его имя. Кстати, имя Бальджир, Бальдзира – это все имя, связанное с словом Пельджор, то есть богатство тибетским. Калмыцкое имя, я имею в виду. Так вот, Сумба Хамбо Ише Пельджор составил новую астрологическую систему. Он еще раз перепроверил все эти трактаты и пришел к мнению, что, наверное, некоторые из них нужно было бы дополнить, расширить, каким-то образом пересчитать. Дело в том, что у нас вообще вся астрология отсчитывается от обретения Буддой буддовости, то есть от появления Будды. А потому, так как эта дата у нас достаточно такая скользкая, некоторые считают, что это одна дата, другие считают, что это другая дата, третьи считают, что это третья дата вообще. Существует вообще несколько дат вообще в мировой традиции буддизма, в Тхераваде, в китайском буддизме, в японском буддизме, в тибетском буддизме. У калмыков тоже была собственная дата отчета Нирваны Будды, связанная как раз-таки с трактатом Белый берил. Но так или иначе ситуация сложилась следующим образом. Когда Сумба Хамбо предложил свою альтернативную традицию астрологии, ее сначала не приняли. Но в 1911 году монгольский бог Догеген, я еще раз подчеркну эту дату, в 1911 году, это практически наши дни, да, кто родился в 50-е, 60-е годы, от 911 года отстоял намного, был намного ближе к нему, чем мы, например, сегодня в 2022 уже году. Так вот, в 1911 году бог Догеген принял традицию монгольского Сумба Хамбо Ише Пельджора, что было связано с тем, что этот бог Догеген был не очень доволен политикой тибетского государства по отношению к Монголии и вот поменял традицию.
Когда меняется астрологическая традиция, то меняется абсолютно все. Стихия рождения человека. Стихия, не стихия, а есть такое понятие менге или э, мева по-тибетски. Так вот, меняется он, это такое цветовое обозначение. Вы помните, наверное, да, в буддийских календарях часто там есть вот, например, там Тавон Цаган Менге или э, обновилась у нас конференция. Тавон цаган менгі, там хойер шар менгі и так далее. Вот такие вот понятия есть. Это особые астрологические такие вот символы, которые изменяются. И вот при смене вот этой всей традиции, представьте себе, что вы могли родиться условно 24 февраля 1988 года. И по старой традиции вы были годом дракона, земляного дракона, а тут по новой традиции вы совершенно кардинально меняете полностью свою астрологическую систему и становитесь 89-го года. Ну, для женщин, наверное, это хорошо, потому что мы на год моложе становимся, а вообще для астрологии это достаточно плохо. Почему? Потому что вот эта вот смена, она полностью меняет и астрологические показатели, и в том числе время смерти, захоронение, всех тех обрядов, которые необходимо делать. То есть это очень сложная система, и смена которой представляется таким вот, ну, что называется, вырыванием зуба еще здорового, живого и насаждением туда какого-то импланта, который со временем приживется, наверное, и будет эффективным. Так вот, в 1911 году Богдо-Гигант поменял эту систему, и поэтому все монгольские народы, те, кто зависели от Монголии на момент 1911 года, тоже сменили астрологическую систему. Это были буряты, это были тувинцы, и это были внутренние монголы, в то время находившиеся вместе со внешней Монголией в составе Цинской империи. Калмыки, ушедшие из Джунгарии еще на рубеже 16-17 веков, увезли с собой эту астрологическую систему, которая была еще в Тибете, то есть основанную на трактате Вайдурья-Карпо. Поэтому, а в трактате Вайдурья-Карпо очень четко прописано, что когда бывает праздник Зулу, когда бывает праздник Цагансар и все остальное. То есть эти расчеты все делаются и до сегодняшнего дня. И только Монголия, внешняя Монголия, я имею в виду, Бурятия и Тува празднуют у нас Цагансар по традиции, введенной Богдо-Гиганом в 1911 году, тогда как мы остаемся приверженцами древней традиции Вайдурья-Карпо, возникшей еще в 17 веке, когда джунгары правили Тибетом и большей частью Центральной Азии. Поэтому, что касается даты празднования Цагансара именно 3 марта, то здесь, ну, лично я, например, не вижу никаких проблем, так как эта традиция у нас была унаследована еще с 17 века, и она до сегодняшнего дня бережно и трепетно сохраняется. О чем есть масса различных сведений, записанных нашими исследователями калмыцкого народа, такими как Пармен Смирнов. Он пишет, что Цагансар и Масленица отстают друг от друга примерно на 3-4 дня. В этом году Масленица примерно с Цагансаром тоже похожа и практически одинаково. Об этом пишет и Родион Житецкий, об этом пишет Небольсин, Нефедьев и куча других исследователей, что это даты скачущие, прыгающие у калмыков, ну, в соответствии с солнечным календарем. Не будем забывать, что календарь наш лунный. Вот. Поэтому дата празднования здесь достаточно такая. Ну, кто хочет, может, конечно, идти и изучать, точнее, праздновать свои праздники и по монгольскому календарю, а это никто не возражает. Но на самом деле достаточно странно, когда у нас здесь в качестве альтернативы предложили, а давайте дважды будем праздновать и Цагансар, и Зулы будем дважды праздновать. Ну, как-то, мне кажется, если вот у нас есть Новый год, ну и у нас есть еще и старый Новый год, да, но мы же как-то его-то не празднуем, как выходной там или какие-то новогодние каникулы или еще что-то. Все календари отстают какое-то время, потому что они учитывают эллиптические орбиты планет разных, поэтому тут постоянно нужны коррективы, и эти коррективы происходят со стороны компетентных в этом вопросе людей.
А я недавно в своем инстаграме написал о том, что простым людям, у нас получается, что раз в 3 года каждый суслик становится агрономом, а каждый рыбак ихтиологом, а еще, что удивительно, каждый суслик еще и астрологом. Вот чтобы такого не было, и в вопросе астрологических вычислений наших праздников занимались компетентные люди, то ну, как-то обычным мирянам лезть в это дело, ну, наверное, не очень хорошо. Поэтому здесь уже в Калмыкии отгремели эти все бои, все уже устаканилось, решилось, и, в принципе, я думаю, что особо каких-то больших проблем с этим возникать не будет. Сейчас же поговорим, собственно, о самом празднике. День перед Цагансаром называется Бютü-Ödr, или такой вот темный, закрытый день. Этот день особенный. В этот день все негативные силы встают и восстают до прихода, до прихода священного месяца этого. Все эти негативные силы активизируются, и поэтому этот день достаточно сложный. Поэтому этот день в основном посвящен уборке дома, протряхиванию своих вещей, салькурул хкерктага, говорят калмыки, то есть нужно ветер. Вещи эти протряхиваются, вывешиваются специально. 3 месяца практически они лежали сложенными в своих сундуках. Калмыки обычно на зимнее время всегда переходили в зимние кочевья, а от того, что они переходили в зимние кочевья, они 3 месяца никуда не двигались. И поэтому с огромной радостью, это был величайший праздник для калмыков, начинались приготовления к тому, что после завершения Цагансара можно спокойно отправиться на весенние кочевья, наконец сняться с места. Ну, не любили калмыки жить в стационарных домах, у них постоянно не хватало воздуха, это все было сопряжено с большими проблемами. Так вот, если говорить о древности, то традиция празднования Цагансара у нас тоже изменена. В старину, вообще в глубокой древности, айраты, калмыки, монгольские народы праздновали Цагансар как сезонный праздник. То есть праздник, который начинался осенью, когда скот весь уже прошел отел, уже все было острижено, уже заново выросла вся шерсть на овцах. Когда уже весь этот сельскохозяйственный цикл завершался, вот тогда и праздновали Цагансар. Однако в 1276 году по приказу, или 1278 году, по приказу хана Хубилая, это был великий хан Монгольской империи, по приказу хана Хубилая он был перенесен и представлен в 1276 году. Праздник Цагансар был перенесен на зимнее время для того, чтобы синхронизировать все праздники внутри империи монгольской и подтянуть его к китайскому Цагансару. Вот таким образом мы стали все праздновать его зимой, в зимнее время. А айраты вообще как первый месяц весны. Поэтому у нас, в отличие от монголов, у монголов это одна система сейчас, у нас это другая система. У нас Цагансар приходит в первый лунный день, Негашины его называют. То есть первая луна, а только появившаяся, родившаяся, живая. Вот в первый месяц приходит праздник месяца дракона, приходит праздник Цагансар. Именно вот Лусарин Негашинды, как калмыки говорят. И этот праздник связан с особыми приготовлениями. Прежде всего, нужно сказать о том, что калмыки протряхивают всю свою одежду и вычищают дом. Для чего это делается? Я раньше не понимал, а мне говорили, вот кишигорулх керкта, хок боган хурагат, кишигорулх керкта. Я не понимал, о чем идет речь до вот буквально последнего времени. Оказывается, все то, что накопилось за зимний период в юрте, нужно было убрать, привести в порядок, вычистить, для того, чтобы все старое, плохое, связанное с тяжелым временем года, ушло в прошлое, а новое, благое и хорошее пришло. То есть освободить для него место, для этого кишик, так называемой благодати, благосостояния, чего-то такого, что дает возможность простому кочевнику спокойно и хорошо жить. И вот для этого вычищались полностью все жилые помещения. Ну, в данном случае это была юрта, а сегодня это наши дома. Протряхивается все это, пылесосится, убирается, вымывается. Одежда вывешивается для того, чтобы ее протряхнуть, для того, чтобы все злобные духи, которые там появились в этой одежде, ушли, а освободили место для здоровых, живых
э, духов и существ, которые будут покровительствовать людям. Я говорю об этом не случайно, ведь у каждого калмыка есть, они называются по-калмыцки хамтутерсен заячи бурхан, тавон заячи бурхан, 5 личных божеств, защитников и покровителей. Текст, если он интересен вам, я чуть позже могу даже показать на тудобичик, но есть кто-то у нас, те, кто владеет айратским письмом, чтобы вы могли увидеть и подтвердить, что этот текст действительно существовал у айратов. Ну, он и в тибетской традиции существует, и у бурят, и у монголов он есть, поэтому тут вопросов никаких, в принципе, не возникает. Так вот, для того, чтобы как бы обновились все и эти личные защитники божества, не эдакие ангелы-хранители, все это специально делалось нашими предками, вот этот бютю-эдер. Во время подготовки к празднованию Цагансара, а это единственный праздник, когда можно выставлять на алтарь хэнамахэ или баранину. Здесь тоже очень интересно. Дело в том, что Окын Тенгыр – это защитница такая очень мощная, мирская, а потому ей ставят мясные подношения. Это единственный праздник, когда можно ставить мясные подношения, включая мясо вареное, шулюн, и самое главное, если у кого-то есть овцы, ну, наверняка у вас уж в Европе точно их нет, вареную овечью голову ставят. Если ее нет, то делают борцк специальный, который называется хуцы, или хуцин толга еще его называют иногда. Он представляет собой вот такую вот голову барашка. Так вот, специально на Цагансар практически у всех калмыцких родов, есть исключения, я не отрицаю их, делается специально 7 цельвык борцек, которые символизируют солнце. В некоторых дербетских родах они еще называются не цельвык, а хавтха борцек, то есть плоские борцики. Их делается 7 штук обязательно. И они один на один вот так вот ставятся на алтарь. Сверху накладываются все остальные борцики. Их в основном это 11 борциков, которые обязательно должны быть на алтаре. Это борцик джола, борцик киты, борцик темен, хорха, мошкамыр, тогыш, öверте тогыш, шовун, как признак весны, шорбелик, штык. Или такая вот короткая пика, дрот, которым защищают свою землю, свою родные свои территории. Вот все эти борцки у меня на странице в ВКонтакте есть. Если нет, то я могу их скинуть, куда-то попросить сотрудников центра, чтобы они вообще на сайте и на аккаунтах центра разместили эту информацию. Она уже частично размещена на некоторых наших аккаунтах, но то, что не хватает, можно разместить их и еще и там, чтобы вы понимали и значение этих борцков, и виды их. Ведь это настолько важно, именно вот это количество борцков считается, что оно тоже призывает или притягивает удачу и благополучие в дом человека. Также ставится подношение шикыр-балта, это значит конфеты, пряники, там, печенье, все остальное. И самое главное, что в ночь перед наступлением Цагансара практически калмыки не спят. Почему? Потому что считается, что когда Окын Тенгыр пролетает над миром и смотрит, кто спит и кто не спит, она видит спящих и считает их за мертвых. И поэтому кишик, вот этот вот самый кишик, она не дарует. И поэтому год, считается, пройдет очень плохо у тех, кто спит. Но если не спать нельзя, тогда нужно уснуть пораньше и проснуться как можно раньше на следующий день. Буквально в то время, как говорят некоторые старики-калмыки, когда вот альхна эря үзюкцацакты. То есть, ну, это где-то примерно будет 3-4, где-то половина пятого, ну, по нашему времени. По вашему времени наверняка это разные другие даты будут, временные отрезки. Возможно, будут. Я не знаю, я так далеко, как там, в Массачусетсе, например, никогда не был, поэтому мне сложно сказать. Ну, в общем, это происходит тогда, когда вот появляются, едва различимыми становятся линии на ладони. Так вот, нужно стать как можно раньше и начать приготовление уже, собственно, встречи самого праздника. Зажигается лампадка. Потом, если мужчина в семье, то есть дома старший мужчина, младший мужчина, какой бы он ни был, он обязательно должен со свежесваренным чаем выйти на улицу, правой ногой переступив порог,
и сделать цацул, так называемое крапление. При этом краплении он должен произнести обязательно фразу вот такую. Дәсән дарджи залырджи ирджаху окун тенгирты цацыл цацчанал, он должен сказать. И тогда окун тенгир засчитывает эту семью как ту, которая поднесла подношение. Это тоже очень интересная и важная традиция. При всем при этом, если мужчины в доме нет, то это может сделать женщина, накинув на себя или надев мужскую рубашку, или куртку, или еще что-то. Как бы в вещах это вроде бы мужчина, а там женщина или не женщина сверху не видно. Ну, вот такой вот забавный такой вот есть момент. Это крапление делается. А чай обязательно еще должен быть с маслом. Если масла нет в этом чае, то считается, что это не очень хорошо. Обязательно прям нужно как можно больше масла туда добавить. Затем начинается, собственно, в самих хурулах с 1 по 7 день, ранним утром, вообще, вот как раз-таки в то время, когда только появляются линии на ладони, монахи совершают подношение торма или балинг называется это по-калмыцки, это санскритское, кстати, слово, которое калмыки заимствовали. Специальный ритуал проводится, подношение окунтенгр. На этом ритуале люди, как правило, не присутствуют. Но на утренний молебен, а ведь в традиционной калмыцкой культуре считается, что утренний молебен – это самый важный, самый полезный молебен. Обычно верующие ходят на протяжении 7 дней. Прямо вот каждый день они собираются и ходят туда. С 8-го дня начиная, калмыки до 15-го лунного дня держат мацык. А у нас говорят обычно, вот, Сагансар, это целый месяц, надо ездить по своим родственникам, там выпивать можно, да что угодно делать. Ничего подобного. Калмыки очень четко этого придерживались, об этом и Родиона Житецкого достаточно подробно все расписано. Так вот там написано, что с 1 по 7 день в Хурулах проходили молебны, и люди обязаны были их посещать. Ну, естественно, те, кто не ходил в Хурул, они могли себе позволить и выпить, и все остальное. Но вот с 8 по 15 лунный день все держали пост. И Родион Житецкий был человеком, который видел подлинную настоящую культуру, еще традиционную, от которой люди отказались. Это было в 1884-86 годах, когда Родион Житецкий посещал калмыцкие степи. Так вот, в это время он это все фиксировал. И это очень важно отметить и знать. А вот с 15-го лунного дня начинается Бурхнат Дюйцинг, явление чудесных сил Будды Шакьямуни. И вот в этот Дюйцинг, вот этот важнейший день, их в году всего 4 бывает, все калмыки должны были зайти идеально чистыми и, ну, то есть не употреблявшими спиртного, не кушавшими там каких-то запрещенных вещей. Это вот такая интересная традиция была. Сегодня, к сожалению, надо бы ее возрождать у нас в Калмыкии, да и не только в Калмыкии, но и далеко за рубежом. После этого дети начинали, да и взрослые начинали ходить друг к дружке в гости. Считалось очень хорошо, если мужчина пожилой или женщина пожилая, ну, желательно мужчина зайдет первым, а потом за женщину вообще даже иногда были такие небольшие стычки. Вот уже в памяти тех, кто это фиксирует, бабулек, значит, дергали, пошлите к нам, к нам, все они только заметят, на улице идет бабулька куда-то цагановать, как мы говорим сейчас, цагалат юджана. И вот как только она выходила куда-то, сразу начинали ее дергать и забирать к себе домой, вплоть до даже небольших конфликтов это доходило в некоторых местах. И когда люди эти приходят, они должны поздороваться друг с дружкой за локоть. Вот, ну, мне как-то вот показать, наверное, экран маленький будет сложно. Вот они здороваются за локоть и спрашивают: «Юлясмин Дагарута, в здравии ли вы вышли из зимы?» И на этот вопрос калмыки отвечают словом «гарва», значит, вышли, все нормально, хорошо. А там вот говорить там «мендут», «сендут», такое не делалось. Сейчас вот, к сожалению, некоторые спекуляции с калмыцкой культурой происходят, когда люди говорят о том, что вообще калмыки постоянно здоровались за локоть. Да не здоровались они постоянно за локоть. Причем еще очень важно, чтобы был спущен рукав. Для чего это делалось? Во-первых, это было сделано из соображений гигиены. Люди руками трогали все, руки были не очень чистыми. Ну, а во-вторых, для того, чтобы не прикасаться грязной рукой друг к дружке, они спускали вот так вот рукава. Еще есть и другие трактовки этого явления, но наиболее такая воспринимаемая, и ту, о которой говорили мне в Западной Монголии, это то, что Киртягарар Негнегемберден Бише, Улан Заватнер.
То есть грязными руками друг друга не трогают. Ну, вот так получается, что, наверное, это было очень важно, а особенно в условиях нынешней пандемии. Это вообще необыкновенно важно, вообще друг к другу не прикасаться и не трогать. Наши предки были очень умными людьми. Вот. И заходящие люди обычно кушают, отпивают чаю и говорят юряль. Чем больше людей скажут вам юряль, чем больше людей съедят у вас дома пищи, тем лучше будет, считают калмыки. И поэтому тогда начинается брожение, хождение. Самым ценным из подарков является вообще вот по замечанию всех абсолютно востоковедов, исследователей калмыков, зате. Это мускатный орех. Я даже помню по своей бабушке, как она ей привезут кучу подарков родственники, халаты, платки, там все навалят ей, и она сидит все это, потом вечером, значит, так отметает в сторону и считает, сколько у нее мускатных орехов, и говорит, вот они меня уважают, намагу кюндлет затяу черджи, вот тот человек, вот намагу кюндлет. Вот так она говорила. Ну, вот такой бывает. Дети обычно начинают со старших родственников свои хождения по гостям, и им делают такой вот келька, это борцк, это называется, на нитку навязывается борцк в такую гирлянду, и они носят их и раздают своим родственникам. К старшим родственникам по линии отца, которые называются по-калмыцки тюрль, тогда как женские родственники называются тюркын, дети приносили всегда обязательно вот этот вот борцк хуцы, символизирующий голову барана, для того, чтобы это было очень высокое уважение и почтение к этим родственникам, и поэтому нужно было отнести, и когда они передавали это правой рукой, этот борцик хуцы, то старики, которые не могли выйти, а может быть еще не пришли в гости к этой семье, обязательно говорили юряль для того, чтобы поделиться своим кишик, своим возрастом с этими детьми приходящими. Праздник этот был очень веселый, радостный, потому что после окончания всех этих мероприятий калмыки уходили на весенние кочевья, снимались с места, и все шумусы, которые налипли, набежали и поселились в их юртах, они оставались на местах старых кочевий, и калмыки уже обновлялись полностью и заходили практически в Новый год. Кстати, нужно отметить, что в Джунгарии Цагансар праздновался как Новый год. А вот в Калмыкии мы уже немножко изменили эту традицию, и у нас уже Зулы праздновался как Новый год, а Цагансар праздновался как праздник наступления весны. Почему мы делаем? В некоторых районах, кстати, вот что интересно, калмыки делают такой борца галунабасн, может быть, кто-то знает его, нет? Галунабасн – это гусиный помет борцик. Для чего он делался? Это вот признак того, что гуси скоро прилетят, и наступит весна, тепло, новая жизнь и все остальное. Например, в Богачуносе, как вот недавно написали нам в Центре калмыцкого языка, делался борцик, который назывался очер. То есть прям вырезалась ваджра из теста, она вываривалась, и ее тоже клали на алтарь. Это было очень какой-то вот такой вот локальный, особенная такая вот есть традиция делать этот борцик. В некоторых районах существовали и другие борцики, о которых... То есть в каждом улусе, у каждого племени калмыцкого свои какие-то были некоторые особенности. Я рассказал о самых основных. Если у вас вопросы есть, я смотрю уже 33 минуты 25-26 уже секунд, я завершаю, наверное, свой рассказ. Если вопросы есть, то я готов на них ответить. Если нужно переключиться, выйти и снова зайти, то я тоже готов это сделать. У меня вопрос такой, вообще более фундаментальный. Все-таки говоря о празднике Цагансар, но это считается как бы все равно Новый год, что не говори, весна или не весна, но как бы по большому счету это Новый год тоже, в принципе, как бы просто мы его там немного уже видоизменили или там по-другому называем. Вот все-таки кто первый стал отмечать этот Новый год, говоря о китайской культуре и монгольской, да, монголоязычной монгольской, все-таки это китайцы первыми стали отмечать или монголы? И как вот есть, знаешь ли ты что-нибудь, Геннадий, по этому поводу? Кто раньше начал отмечать? Или это было независимо? Вот все-таки как эта культура? Потому что за исключением этого года у нас всегда китайский Новый год совпадает с тибетским и с калмыцким Цагансаром. Вот, то есть, наверное, там что-то общее есть. Просто у меня такая, как бы друзья меня спросили, и я говорю, нет, то есть они говорят, вы что, по-китайски отмечаете? Я говорю, нет, это китайцы как монголы. Ну, то есть я хотела бы... Потом где-то я еще прогуглила, было написано, что типа на монголоязычных сайтах, что это типа
возможно, китайцы переняли, может быть, Хубилай-хан, я не знаю, как это все. Знаешь ли ты что-нибудь об этом? Я сейчас расскажу. Дело в том, что самыми древними календарями у всех народов мира были календари сельскохозяйственные. Сельскохозяйственные календари связаны с одним важным явлением, либо с завершением сельскохозяйственного цикла, либо с его началом. Китайцы – это древний народ, это очень древний народ, который на протяжении практически 5000 лет имел свою собственную астрологию, свои собственные какие-то традиции, культуры и все остальное. И так как этот народ был оседлым, земледельческим, по большому своему большинству, поэтому у них встреча весны, началом нового сельскохозяйственного сезона считалась Новым годом. Это исторически вообще с самых древних времен. Там еще у них есть такой демон, который называется нянь. В китайском это еще и слово, обозначающее год. Так вот, этот демон, он однажды там пришел, увидел, значит, ребенка в красной одежде, испугался его, он раньше пожирал людей, а потом начал есть пищу, которую китайцы начали готовить ему. Вот. Это древнейшая легенда, это древнейший пласт. Скорее всего, китайцы вообще исторически начинали праздновать свой этот праздник именно вот весной, то есть в последний зимний месяц и в первый вот этот вот переход с последнего зимнего месяца на первый весенний месяц. Мы были кочевниками, это совершенно разное цивилизационное вообще явление как таковое. Это даже дихотомия, некоторое противопоставление оседлой и кочевой культуры в Центральной Азии. И в связи с этим наш Новый год заканчивался, точнее приходил вот перед началом зимы. То есть где-то в сентябре месяце мы отмечали раньше Цагансар. По одной из версий Цагансаром называется он потому, что это святой месяц, особый месяц, сакральный месяц. По другой версии это связано с тем, что вдоволь молока, сметаны, творога, масла там и всего остального. Цаган-иден, который называем мы калмыки, святая белая пища. И именно поэтому начали праздновать этот праздник и назвали его Цагансар. То есть белый месяц, священный месяц. У нас ведь не только белый не только понятие священный, но еще и белый. Цаган это понятие белый, но еще и священное это понятие. Вот, например, Цаган Ситкали это же не белая душа, это же чистая душа. Цаган Или, например, Халге, там, белой да, дороги. или Цаган Толга это алфавит, то есть священное начало. Цаган Толга здесь нужно переводить не белая голова, а именно священное начало. Так вот, это был священный особый месяц. Но так как Хубилай перенес его с осени, представьте, огромная империя, которая в разное время все это празднует, это очень сложно к ним, и Хубилаю самому было обращаться с этими всеми людьми. Это ведь были не только монгольские народы, это были и народы Китая, их большое количество, и Тибета, и тюрко-монгольские племена различные, которые жили на окраинах империи монгольской. И для того, чтобы все это объединить, он ввел один цагансар по китайскому принципу. Но различия все равно были, и они остаются. Хотя, если мы будем рассматривать китайский Новый год, Джунцзе, кажется, он называется у них, так вот, если мы будем рассматривать его, то там очень много схожих традиций. За исключением того, что это оседлая цивилизация, а мы кочевая. У них на столе должна стоять рыба обязательно, какие-то ватрушки обязательно должны быть, какие-то кексики, прянички. Это прям вот стопроцентно обязательные блюда у всех. То у нас это совсем другое. У нас борцики, чай, мясо, ну как у кочевников любых. Поэтому здесь достаточно сложно сказать. Это было я уверен в том, что это была параллельная традиция, которая существовала и у нас, и у них, и в принципе у всех народов мира обязательно была традиция празднования Нового года. 31 декабря это астрономическая традиция у нас сейчас, а древние календари были связаны с сельскохозяйственной традицией. Вот поэтому я считаю, что это параллельные две традиции, которые независимо друг от друга развивались. В какой-то момент они объединились, схлестнулись в 1276 году, а потом снова разошлись и пошли каждый по своему пути. Потому что монголы покинули Китай, и династия Юань была изгнана из Китая. Ну, то есть, получается, все-таки Хубилай перенес Цагансар с осени на то время, да. когда китайцы, на китайский, на праздник. Да. То есть, это в принципе, доказано абсолютно. Даже его вердикт есть, вот этот указ его на квадратной письменности, он есть зафиксирован, по-моему, у Попы в книге «Квадратное письмо» он есть. Прям указ, повелевающий монгольским народам изменить празднование Цагансара и перенести его с осени Гаха примерно Сараса на
зиму и начало весны. То есть, в принципе, правильно сказать, что мы как китайцы, а не китайцы как монголы, получается, так как наш... Китайцы, кстати, за время пребывания у власти монголов, китайцы очень много заимствовали от монголов, и там в самом этом празднике есть элементы и монгольские тоже. Поэтому тут двоякое взаимопроникновение культур, тут очень сложно вообще как-то все это отделить, зерна от плевел, все настолько срослось уже давно и традиционно стало. Например, Но по современная дате, получается, это все-таки мы к китайская китайцам. одежда, это тоже далеко не китайская одежда, это маньчжурская больше. Да. О, Медот! Геляна Доржиева. Мендет Геннадий. Кельвертен Сонгсад Бейкар Берлджанов и Каханильтан Иргджанов. У меня практический вопрос в связи вот с очень интересными сведениями, потому что, ну, не секрет, да, что в советское время мы же какие-то обрывочные только вот какие-то знания, да, оставались в голове, как праздновать традиционные наши праздники. Вопрос такой, все-таки вот давайте хочу уточнить, когда в гости надо ходить? Вот если, например, 2-го мы все готовимся, 3-го, ну, кто сможет сходить в хуру, кто не сможет, да, мы делаем все, что положено сами утром, а в гости когда тогда следует пойти? В гости прям с первого дня можно ходить. Да, До вот просто вы 7-го. сказали, что нужно вот после уже с 15-го ходить. После Да. поста. Нет, с 15-го мацик начинается. Мацик. С есть 8 гости- до 15 это мацик, там уже если в гости ходят, то они не должны есть ни мясо, ни водку пить, ни яйца есть, Да, ни потому что еду. обычно же в этнографической литературе пишут, что первые 7 дней праздновали, да, цыган по гостям ходили. Да, вот первую неделю это можно спокойно ходить, то есть с 3-го у нас будет до 10 числа, это вот абсолютно можно везде ходить. А потом надо идти мацик делать. Потом уже мацик держать. Даже если в гости идет человек, но он не должен уже будет допускать того, чтобы там съесть мясо или еще что-то сделать такого. Вот тушу ödr, это вот как раз накануне будет считаться тушу ödr. Тушу-эдр это вообще особый такой день, самый плохой день календаря. Он выпадает на разные числа, это нет. Бютю-эдр это вот, да, вот день, предшествующий Цагансару, канун, так сказать, этого. То есть это 30-й лунный день, да? 30-й лунный день, да, последнего зимнего месяца, он называется у нас бютюэдер, то есть такой закрытый день, плохой день. Тогда все вот эти вот шулмы, донамы, там всякие разные существа, они поднимаются, потому что безвластие. Зима закончилась, все эти божества ушли, все ушло. Вообще в астрологической традиции есть еще очень интересная такая система, когда хозяин года уходит. Вот на Джилинезн хозяин года начинает кочевать, он кочует 3 дня примерно. Он настолько богат, что первый уходит он сам, потом уходит его Малсал, а потом Цахр его еще уходит, то есть служащие его. И вот он 3 дня кочует, потом параллельно с этим заступает на должность новый хозяин года. Раньше говорили, что это Цаганаавы, это написано у Наймана Бадмаева, это написано вот у Ларисы Петровны Бакаевой. Но, однако, я читал астрологические тексты. Возможно, калмыки уже, когда сама традиция стала видоизменяться, причем сильно после ухода в 1771 году и потери вообще всяческих связей со своими духовными центрами, с Монголией, с Тибетом. Именно, может быть, поэтому в 911 году мы тоже не восприняли монгольскую систему астрологическую, а остались верными той древней системе. Так вот, в это время случилось так, что Цаганау стал каким-то вот таким вот покровителем, хозяином года. Ну, вот представим себе, да, при всем глубоком уважении к этому древнему божеству калмыцкому, если он откачевывает куда-то, то когда же он прикачевывает обратно? Это должен тоже быть какой-то день, когда калмыки должны что-то делать. Если его нет в какой-то определенный период, то как без его покровительства живут люди? Дня, который Цаганау бы возвращался, нет. Дня, который бы свидетельствовал о том, что он оставил свое покровительство и куда-то ушел, тоже нет. То есть это однозначно не Цаганау. В старинных астрологических текстах, мы в Центре калмыцкого языка здесь собрали около 4-5 текстов старинных у нас по личным коллекциям хранящихся. И вот в этих текстах очень четко прописывается, что хозяином года является
Вот то животное покровитель года, например, там бык, тигр, там, ну, дракон там, и так далее, там, заяц и все остальное. Вот они являются покровителями года. И именно они одни укачевывают, а другие прикачевывают. Тоже такое вот развенчание небольшое, сложившегося уже лет 200 мифа, именно конкретно в астрологических текстах. И эти указания есть. Вот Бабуш Первеевна Амбекова, она пишет, что вот в связи с как раз Сокон Тенгыр, с этой легендой, что два очень плохих, самых тяжелых дня перед Саган, да, которые Окон Тенгыр преобразовывает в хорошее. Да. Два дня тяжелые, да? Угу. Она была невероятный знаток вообще всяких сведений, вообще настолько детальных, скрупулезных, точных, что ну, я даже вообще спорить с ней никак не могу. Я просто морального права не имею. Да, я просто только... вот эта легенда о том, как Окон Тенгыр своего съедает, да, ребенка. Как-то очень страшная, да, такая. Но очень Она существует в разных вариантах, эта легенда. В некоторых, в старых вариантах она как-то звучит совсем по-другому. Вот, например, Житецкий, он описывает ее, там есть детали, которых уже у нас старики не говорят. А есть детали, например, вот бабушка Лиджиева Тыгряш, кажется, ее звали, ей было 90 с лишним лет, мы как-то записывали ее на телевидении, она рассказывала совсем другой вариант этой легенды. Она там говорила, что ДСН Дарат, то есть у нее был не один там муж, у которого она вырвала это, а вообще ДСН Дарсон или Дяни Дарсон, Дяган Дарсон в буддийской традиции это эквивалент слова архат. То есть тут вообще прям очень интересно, как это все сильно переплетается с древними культами, традиционными культами, буддийскими культами. Вообще просто невероятно. Вообще, на самом деле, вот легенда о том, как Окун Тенгыр победила какого-то мангаса, она не калмыцкая, эта легенда. Она существует и в Тибете, и в Ладакхе ее рассказывают на своем, естественно, языке и так далее. И, скорее всего, действительно, мы заимствовали ее и оттуда. Когда говорят, что Окун Тенгыр – это слово, связанное там с тенгрианством, еще с чем-то, то это большая ошибка, потому что Дева на санскрите – это бог, Деви – это богиня. Когда это слово переводили, Шри – это значит сияющее, величественное. Шри Деви на санскрите называют Окун Тенгыр. Когда это слово переводилось на тибетский язык, то слово «шри» было переведено словом тибетским «пель», то есть сияние, величие, могущественность. Деви было переведено как «лха» – это божество, бог, а «мо» – это женская частица, то есть «лха-мо» – это значит, или монголы говорят «лхам» сейчас, это божество именно женского пола, богиня женского пола. Это и было переведено «цокт», «окн», «цокт» – это «пель» или «шри», Окон – это вот мо, женская частица, и Тенгр – это и есть лха или дева божество. То есть это прямой перевод, это прямая калька с тибетского и восходящая вообще к санскритскому эквиваленту названия этого божества. То есть Палден Ламо по-тибетски. Да. Монголы до сих пор говорят на нее не Охин Тенгр, а говорят на нее Балдал Лхам. У меня была знакомая монголка, ее звали Лхам. Вот интересно, у нас, кстати, книга есть, Амурсана называется, Кузнецов написал ее в Новосибирском отделении наук, она издавалась, и он там пишет, что братом какого-то хана был Лама Дарджи. Ламой он не был, насколько я знаю, по истории айратов. И когда я долго искал написание его имени, оказалось, что его зовут Лхамо Дардже, или такое распространенное божество его звали. Это было просто тибетское имя, которое они неправильно восприняли и написали Лама Дарджи, и потом, что он там с четками ходит, там закидывает себе этот Оркумджи себе на плечи. Нет, это ошибка, он ламой не был вообще. Так что это вот такую еще путаницу создает. Лхам есть имя у монголов. У нас, конечно, ни Лхамо имени, ни Окун Тенгыр имени нет. Калмыки этого опасаются называться такими именами. Для меня это как бы новое было то, что Окун Тенгри это все-таки это божество не буддийское, то есть это мирское, да? Оно не находится за пределами сансары, оно в нашем мире с нами вместе. Мирское. Потому что его, ну, как бы в высших там некоторых учениях, ее мужем, супругом является Махакала.
Поэтому другое имя это Махакали. То есть Махакала, но женского рода. Вот так. Интересно. Еще У есть меня какие-то вопросы? Ага, да-да. У меня еще такой вопрос вот по поводу того, что мы говорили, что бюте – это такой вот день негативный, накануне Цагансара. Обычно как бы мы борцики печем в 30-й лунный день, а в первый лунный день встаем рано, да, там вот это вот все. А все приготовления, это все, значит, мы делаем в бюте, да, печем борцики. Да. Когда надо печь борцики? В бюте. А почему это делается опять-таки? Если у нас какие-то родственники, умершие, близкие, родные или еще кто-то не смог найти новое перерождение, а переродился в виде вот этих вот духов разных и всего остального, то обязательно надо кюнгшу, это называется, вот этот благостный запах от... Или вот, кстати, вот это сохранилось у казахов, например, рода Адай, потом у рода, по-моему, Алаша еще. Обязательно нужно на какие-то праздники дым выпускать. Даже если вы не можете сделать баурцак, борцик, то вы обязательно должны просто даже зажечь там дощечку, спичку, палочку, бумажку, чтобы выпустить дым, чтобы вот эти вот все существа запахом этим наелись. Да. То есть у казахов, казалось бы, да, где-то с 15-17 века вообще ислам. Или, например, у южносибирских тюрков, которые частично шаманисты, частично там какой-то процент буддисты, какой-то процент уже христиане, но все равно у них везде неизменно существует понятие вот это вот кюнгшугарх, запах, этот дым нужно обязательно пустить. Это очень интересно. Я состою в разных чатах и с Алтая, там люди из Хакасии, из Тувы, и знаю очень много таких серьезных, адекватных казахских исследователей, и вот они все стопроцентно говорят о том, что обязательно нужно вот этот вот дым. Нам в бюту-эдыр, почему этот дым нужно? Дым от готовившихся борциков, вот этот запах это нужно. Для того, чтобы все эти духи, которые, может быть, недовольны нами, еще что-то, чтобы они все наелись и отстали от нас. И вот сытыми животами остались на месте зимнего кочевья, а мы все перешли уже на новое кочевье, уже свое летнее, родное и любимое. А я почему-то думала, что мы делаем борцки и ставим подношения божествам буддийским, чтобы они вот этим запахом. И буддийским тоже, но буддийские божества кушают с первого дня, а до этого запахом готовящиеся питаются все остальные. То есть они прям покушают, а потом уже все это уже в чистом готовом виде, да, уже подносится определенно. То есть борцки надо делать в бюте и в первый день тоже, или нет? Или как бы... Что? Ой, борцки когда надо готовить? В бюте день точно, а в первый день тоже надо? В день бюту, да, в день бюту нужно. В бюту-эдер нужно подготовить борцки и прям вечером поставить их на алтарь, чтобы утром уже божество Окантенгр, пролетая над всеми, видело, что на алтаре все стоит, здесь люди живы. Ведь представьте себе кочевой быт. Если люди умерли где-то далеко в своих кочевьях зимой, умерли просто, замерзли или заболели гриппом, и все умерли. Почему у калмыков есть такое пожелание «ханя тому угабетн», прям конкретно. Ханя тому это кашель и грипп, тому это грипп вообще. То есть прямо даже это в пожелании, благопожелании это включается, в молитвы мацик это включается, благопожелание. А с чем это связано? Это связано с тем, что страшно боялись вот этих вот заразных заболеваний, связанных с легкими, связанных с чем-то. И вот если семья умерла или она себя плохо чувствует и не может сварить, приготовить эти борцки, поставить их на алтарь, то божество подумает, что они умерли все. И, естественно, не наделит им кишек. А не наделив кишек, то эта семья будет обречена весь год страдать. И даже выжив, они все равно будут очень плохо себя чувствовать. Спасибо. Гена, а вы нам произнесете еще раз вот это вот Цаган Асарин, я не знаю, как терни или как это назвать? Вот десен, когда мужчина должен произносить. Это да, или это что будет? Сейчас я скажу, это прям даже по тексту. Халюмгар. Это будет считаться тарни или мергуль? Ну, даже не знаю, как это назвать. Халюмгар. Это вот такое, ну, как бы цацил заклинание, да? Цацил, ага.
Так, сейчас я его найду прям А конкретно по хотите тексту. просто попозже, просто если вы просто где-то выставите, и мы, по-моему, все очень внимательно вот следим за всеми вашими постами, которые вы нас просвещаете, с большой благодарностью. Спасибо большое. Мы стараемся, правда, не только я, но тут большое количество сотрудников наших работают. Они сейчас тоже сидят по ту сторону экрана и слушают. Вот, а можно тогда еще сказать сразу спасибо организаторам? Я вот с удовольствием к вам присоединилась. И, может быть, немножко, чуть-чуть отвлекшись, но очень коротко. По поводу калмыцкого языка, Геннадий, вот у нас, конечно, очень большая проблема, потому что многие из нас хотят, чтобы нам и самим, живя далеко от Элисты, хочется Хальмгар Кюндет, есть такая потребность. Хочется, чтобы дети хотя бы на каком-то бытовом уровне, хотя бы на уровне произнесения, чтобы они калмыцкий язык тоже знали. Вот мы своими маленькими силами это делаем. Я просто хочу сообщить, что у нас тут появляется такой сторонний интерес, и мы делаем уже такую небольшую наработку английско-калмыцкую. Это очень интересно, потому что к нам присоединился лингвист, который решил изучать калмыцкий язык, и вот он сейчас пытается делать какие-то такие параллельные вещи калмыцкого и английского. И я просто призываю, чтобы вы к нам присоединялись, может быть, с детьми, потому что я, например, очень хочу, чтобы мой ребенок хотя бы немножко Хальмгар Кюнх мог бы это делать. Вот, просто имейте в виду, да, что я не думаю, что это занимает много времени, потому что наши дети здесь чего только не учат в школах. Китайский, японский, испанский. Дети способны все, что угодно в своем юном возрасте уловить. Почему бы не тратить это время на родной язык? Вот я вас очень призываю. Был интересный случай. Я готовлю сейчас второй том «Наследия калмыцких гелюнгов», посвященный Менке Бурманджинову, и попросил, зная о том, что Замба Переборов был его личным секретарем до самой смерти, и спросил у них архивы. И мы разговаривали с бабушкой, которая живет в Техасе, и уже 25 лет не слышала калмыцкую речь. И я у нее спросил, can you speak Kalmyk? Она сказала, oh, yes! И мы стали с ней говорить на калмыцком, и она говорила на настолько великолепном языке, что я даже подумал, что ну как-то мне стыдно стало рядом с ней. Человек, который вообще никогда не видел Калмыкию, она потомок тех, кто ушел в 20-е годы, но настолько прекрасный язык. Я спросил, а как вы вообще сумели выучить его? И она сказала, мы, говорит, когда разговаривали дома, этот лама Замба Переборов, это ее был дядя, он сказал, «Инде мини гирдотор орчкат халимгар келе. Газа гархла ямарам бол үшін келер күйінде де. Инде орхла халимгасын они умеют. И вот с тех пор она до сих пор помнит. Последний раз она 25 лет назад говорила на калмыцком, и мы с ней так тепло, прекрасно поговорили, что просто было потрясающе. Это настолько родной язык у них еще. То есть вот с первыми представителями калмыцкой диаспоры мы можем еще с теми, кто знает свой язык, говорить на нем. Второе поколение тоже. Это тоже было большое потрясение, что те, которые родились уже в Германии и даже здесь, Хальмгакары Кюнне, потому что до 60-х годов все калмыки собирались, у них сначала была школа, потом у них была воскресная калмыцкая школа. Все приходили по воскресеньям, старики, дети собирались, и многие из них даже Тодобичи помнят, понимаете? То есть это настолько было сильное желание людей сохранить язык, что второе поколение, Сянар Мейчена, Сянар Кюнне, в отличие от нас, от российских. Вот, но у нас же есть какие-то новые возможности, у нас есть Zoom. Он настолько решает многие проблемы. И мне кажется, что вот дело только в том, чтобы решиться и как-то последовательно. В общем, даже если будет нас немного семей, пожалуйста, да, давайте вот в этом направлении вместе объединяться. И даже временной нам позволяет разница в выходные дни все равно собираться. Если будет нужна какая-то поддержка и помощь, то Центр готов ее оказать в силу своих возможностей и усилий. Я сейчас озвучу вам то, что вот делают во время цацу. Дәсен дарат залырджахы окын тенгір бұрқынды цацыл цацжанау гейджі келіхі йоста. Дәсен дарат залырджахы,
То есть уничтожив своих врагов, приходящий Залырхы — это высокий стиль, Ирхы — это обычная калмыцкая, Залырхы — это по отношению к высоким буддийским учителям, к найонам, к ламам, к божествам каким-то обращались словом Залырхы. Так вот, дәсен дарат Залырджахы окун теңгір бурхынды цацыл цацжанау. Так нужно сказать и сделать это крапление. Это нужно выходить прям вот рано утром, когда еще только рассвет начинается, да? Да. Ну, после того, как вы помолились сами, попросили за всех живых существ, и в том числе за себя у божеств, у всех, вы должны будете, мужчина или женщина в мужской одежде должна будет выйти, переступив порог. Одна нога остается левая за порогом, то есть внутри дома, вторая переносится через порог, и уже делается крапление и говорится. Есть специальная ложка такая, она называется цаслы халугы, с 9 такими вот, как это назвать, ячейками. И вот из этой ложкой берется, значит, такой сильно, как тослсын, как это сказать по-русски-то? Масляный этот чай, да, и нужно сделать это крапление вверх туда, для того, чтобы Окунтингр увидела, что в этой семье все нормально и хорошо, и благословила эту семью на... А по поводу того, что перемешивать чай, сколько надо раз в цагансар? Есть какое-то определенное для цагансара количество перемешивания чая? Нет, традиционно 99 раз перемешивается он, причем это тоже связано с очень интересным явлением, древним буддийским явлением. Почему 99? Вот я как раз хочу об этом рассказать. До прихода буддизма мы считали, что есть тәвін тавын цаган үзген тенгір или секюсн, и дөчін дөрін хар үзген тенгір или дөчін дөрін хар үзген секюсн. То есть 44 защитника черной стороны, то есть негативной, и 55 белой стороны. Между прочим, есть еще такая вот, ну ладно, я не буду это говорить сейчас. И вот когда Чингисхан ставил свои сюльде, знаете, да, вот эти вот бунчуки с конского волоса, сделанные с копьями или трезубцами сверху, то их на самом деле изготавливалось не один, не два, а целых 3. Государственных сюльде было 3. Один был белый, посвященный 55 божествам белой стороны, другой был черный, посвященный 44 божествам, защитникам, точнее не божествам, защитникам черной стороны. А посредине ставился цохр сюльде, то есть пестрый, состоящий из конского волоса и черных, и белых. Для чего это делалось? И ставились они на таком расстоянии, чтобы их не было видно друг другу. Черный и белый, они не должны были видеться друг другу. А посередине, как бы перебивкой, ставился вот этот вот сохр сюльде, или вот этот вот пестрый штандарт бунчук. Для чего это делалось? Во-первых, эти божества конфликтуют между собой. А чтобы умаслить и задобрить и тех, и других, их отделяли друг от друга так, чтобы оба этих знамени, в которые спускаются эти божества, не были видны. Посредине ставили цохр, то есть то, что никто из них никогда не победит, и все будет в мире в балансе. Цохр — это пестрый такой, вот, аляпистый какой-то. Вот. И когда мы перемешиваем чай, то мы делаем подношение именно 99 раз, вот это самархы называется, это даже не перемешивать, мешать, ведь это вот так делать. Взбивать это вот так делать, да, колотить, а вот именно вот самархэ, это нет эквивалента в русском языке этому слову, вот, перемешивать этот чай 99 раз, это было связано как раз-таки с подношением вот этого пара чая, запаха этого всем этим божествам, для того, чтобы ни те, ни другие не были злы на человека. Вот такой вот интересная есть трактовка 99 вот этих вот перемешиваний чая. Интересно, спасибо. То есть уже давным-давно у нас буддизм, давным-давно, но вот эти вот некоторые древние воззрения в таких вот рудиментарных остатках у нас остались. Это тоже необыкновенно интересно. В старину калмыки считали, что у человека существует 5 душ. Айраты и древние монголы считали, что 5 душ существует. Сегодня мы не знаем их названий ни у бурят, ни у монголов. Разные существуют версии. Ну вот есть такое понятие талон сумсен алдав, например, да?
5 душ, типа он аж потерял, настолько Пугались. быстро испугался и бежал. Да, вот вы даже свидетель того, что такое говорят. Ну вот, хотя и говорят, мы уже не имеем этих названий тоже. М? Нет, 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 это другое. Это буддийская трактовка, да, это другое уже. Тут вот сотрудники аж заинтересовались наши. Вот такой вот таун сумсеналдадгюха есть такое выражение интересное. Это вот тоже рудимент тогда древнего явления, потом позже оно уже было трансформировано. Вообще, на самом деле, культура настолько интересная. Казалось бы, кочевники, да, все так просто. Кочевой фэн-шуй, он однозначно четко везде. Вот здесь тут должен стоять сундук, вот здесь должна стоять кровать, вот здесь висеть оружие, упряжь и все остальное. Но ведь это было все настолько, настолько невероятным образом все продумано, что ну, вот больше эргономичности представить сложно себе. И вот всего этого глубокого сакрального смысла. А вот у меня такой вопрос в связи с этим. Ну, говоря о буддийской культуре, там, и говоря о добуддийской культуре. То есть, получается, тенгрианство, было на какое-то время тенгрианство, а вот то, что вот эти понятия, о которых мы только что говорили, о каких-то божествах, защитниках, 44-55, там 5 душ, это не из тенгрианства. То есть между тенгрианством и буддизмом было еще что-то? Вообще вопрос большой, а было ли тенгрианство и что такое тенгрианство? Дело в том, что от классического тенгрианства практически ничего не осталось, по крайней мере у монгольских народов. То, что мы сегодня называем так называемым тенгрианством, на самом деле это древние шаманские культы, которые могут быть с ним связаны, а могут быть и не связаны. От того, что мы говорим, например, на небо тенгр, тенгр, да, ну это еще ничего не значит. В древнеяпонском тенг тоже было это божество или небо. Они-то тенгрианцами вообще никогда не были. Танг, тенг – это небо. У нас, кстати, есть слово такое, клятва. Танг. На китайском тян – небо. Это понятие, как сейчас ученые говорят, вообще было. То есть, видите, да, корневая морфема, она одинаковая в разных языках. Тян – небо у китайцев, танг – небо у японцев. В древнеяпонском современном уже не так оно звучит. А у нас, например, от этого осталось слово тенгр и слово тангрык. Тангрык – это клятва или присяга. Если ангар, мы знаем, наверное, многие это слово, да, Джангрим Батармудын ангар, клятва богатырей Джангара. Что это за клятва? Ангар, корень этого слова, происходит от слова анд, то есть побратим. Богатыри не клянутся как присяга государству Джангару. Они эту клятву приносят ему как побратимы, то есть те, кто как родной брат ему. А слово тангрык происходит от слова танг-тенг, корня этого. Это нечто верховное, некое такое эфемерное божество или еще что-то, что как раз-таки связано, например, с присягой родине в армии. Когда мы даем присягу в армии, это как раз-таки тот, ну, женщины, наверное, не все точно давали присягу. Ну, вот мужики, когда дают в армии присягу, они как раз-таки, вот эта вот присяга тангрык называется. Потом тангрык есть еще такой очень близкий друг, его называют тангрык. Тангрык еще есть в буддийском понятии, это самая, то есть во время обед, то есть, да, глубокий обед, который принимается во время тантрического посвящения. Вот. Это очень глубоко такое вот значимое, такое емкое очень слово, причем невероятно древнее. Оно есть в древнетюркских памятниках где-то 8-9 века. Оно встречается в древнеяпонском языке, вот сама корневая эта морфема, в языках тюрков в Южной Сибири, там, и даже в палеоазиатских языках, таких там, как эвенки, там, чукчи и так далее. То есть вот все эти параллели есть. Это очень древние понятия. Я не знаю, насколько даже в глубину лет сложно, наверное. Ну, по крайней мере, мне отследить. Может быть, есть специалисты, которые это могут. Но это очень древние понятия. Поэтому здесь, говоря о тенгрианстве как о какой-то религии, скорее всего, вот этих лесных монголов, так называемых, то бишь у нас, мы ведь раньше жили в лесу, в верховьях Енисея, Черного Иртыша, скорее всего, его вообще не было. Это был шаманизм какой-то особый. Но вот сегодня у нас есть ряд людей в республике, еще где-то, которые прям вот ратуют за возрождение древних каких-то культов и всего остального. А я хочу просто сказать, почему наши предки от них отказались?
Почему-то они отказались, получается, да, ведь на это были какие-то очень веские основания, ну, кроме того, что там нужно было консолидировать народ, объединиться в государство, защищать его с единой общей идеологией, с единым... Я нашел этот ответ в старинных рукописях о том, как насаждался буддизм. Ну, не насаждался, а распространялся буддизм среди монгольских народов. Вот яркий пример. Однажды один из величайших буддийских учителей, распространителей буддизма среди монголов, то ли Зайпадита, то ли Нейджи Тоин, сейчас вот уже не упомню это имя, возвращаясь из чьих-то кочевий какого-то хана своего, Галифинизм называется это, Данапати на санскрите, Джиндак на тибетском, то есть покровитель от своего возвращаясь, он услышал, что у одной какой-то знатной ханши умер сын, и она 60 детей решила принести в жертву. И они уже там порезали человек 20-30, наверное, принеся в жертву этих детей, пока он не услышал, не прискакал в эти кочевья и не запретил ей этого делать. Провел обряды, ритуалы и сказал, что он перенес эту душу в нормальное место. Зачем нужны были эти культы, если они уничтожали хорошее, здоровое, взрослое население? Человеческие жертвоприношения практиковались калмыками, ну, я имею в виду по отношению к своим врагам, еще в 18 веке. Об этом Ивлея Челеви пишет, об этом пишет Пьер Шарль Левек, который был здесь, «История народов подвластных России», вот такая большая книга есть у него. Об этом пишет Лепехин, Георгий, Паллас и все остальные, что если во время войны они поймали каких-то там своих врагов, то совершенно спокойно они могли поднести их в жертву знамений. Да, даже в 20-е годы, когда у нас уже вот шла гражданская война, вы знаете, наверное, такое имя, Гаврил Ильич Тепкин, полковник, командир 80-го Сунгорского полка. Он умер от тифа где-то вот на юге. Про него составили песню. И там в этой песне есть такие слова. «Манига ахылсын Тепкин ноин, манин хутык болута». Манига ахылсын Тепкин ноин, это значит возглавлявший нас полковник Тепкин. Почему же, от чего же ты стал духом знамений? То есть даже 20 века в мышлении калмыков жило это понятие, что великие герои национальные, тем более военные герои, прославившиеся на войне, могут перейти в знамя. Дух их после смерти, он умер от тифа, его не убили, может перейти в знамя. И я не уверен, что они это знамя не взяли и не окропили кровью какого-нибудь красного там бойца или еще кого-то. Ну, как бы, конечно, это, может быть, и вряд ли происходило, но тем не менее, когда они говорят «Манига ахылсын Тепкин, манин хутык болута», они понимают, что душа этого Тепкина вышла и превратилась вот в дух знамений. И где гарантия, что там кто-то не окропил его, знамя 80-го Сунгорского полка потеряно, его нет, может быть, там даже есть пятна крови. Ну, это так уже условно. То есть вот эти вот жесткие культы, они прежде всего лишали здорового, взрослого, где-то способного вот такого населения айратов. И от этих культов нужно было отказаться. И когда сегодня люди говорят, что нам нужно возродить какие-то свои традиции, а у меня всегда возникает внутренний, я его не задаю вслух, но всегда возникает внутренний вопрос. А вы готовы поднести сына своего в жертву какому-нибудь знамени или еще чему-то? Я не думаю, что есть такие люди сегодня. Поэтому говорить о том, что там буддизм, тибетизация или еще что-то, это по большей части неправомерно. Ведь как раз с буддизмом у нас прекратилось вот это вот кровавое все жертвоприношения и все остальное, который в 20-е годы в Монголии, например, Джалама спокойно кропил знамена кровью. В Западной Монголии это вот у наших родственников было. Все это как бы... Вот готовы ли те люди, кто сейчас кричит о развитии шаманских культов, подносить своих детей или родственников в жертву? Я думаю, что нет. Поэтому, кстати, пика своего могущества Джунгарское ханство и максимального расширения своих территорий достигло, будучи именно буддийским. Именно буддийским. Это какой, 16 век, 15-16 век? 16-17 век до середины 18 века, до падения Джунгарского ханства в 1757 году. А вот что это, у меня такой вопрос, что это за, как это можно назвать, какая традиция это была?
Потому что у меня мама рассказывала, как ее мама говорила, что если ты где-то, ну, не имеешь никаких там, не находишься в Хуруле, не находишься где-то, то в каком-то священном месте, ну, то есть это, наверное, с тех пор, когда калмыки еще кочевали и так далее, можно просто помолиться камню, какому-то бугру, какому-то холму. Это значит, откуда это шло? Это шаманистское, тенгрианское? Что это? Как бы, то есть не обязательно молиться там, надо там Будде, статуи какой-то там, да, воплощению, ну, олицетворению там буддийского божества, а именно природе, то есть получается любому холму, любому какому-то возвышению можно. Да, что это? Ага, хорошо. Тут есть тоже очень интересный момент и очень важный момент, и его можно трактовать двояко. Прежде всего, наверное, само явление Будда как таковое, оно присутствует не где-то в виде статуи, Ну да. образа, какого-то изображения или еще чего-то, а прежде всего природа Будды, она присутствует в каждом из нас, подобно тому, как в грязной воде всегда присутствует природа ее чистоты. Если мы оставим ее, успокоим, то муть осядет и возникнет чистая вода. Наше сознание сегодня это мутная очень вода, поэтому когда говорят, что можно молиться любому явлению, то это прежде всего свидетельство того, что Будда внутри нас, и мы все можем обрести это состояние. С одной стороны. С другой стороны, вот вы, наверное, помните все, да, особенно вот у кого, кто помнит бабушек, дедушек, старших своих родственников, слово «хэрхэн, хэрхэн». У меня даже одна знакомая бабулька всегда говорила «хэрхэн, хэрхэн, зальвархы, бурхат, ховархэн». То есть те Будды, которым можно поклониться, их очень мало. Хэрхэн, маньяйнэхэн, зальвархы, бурхат, ховархэн. Вот такую вот она какую-то присказку часто говорила. Слово «хэрхэн» ученые сейчас трактуют как «хайр-хан». То есть хайр – это хэрн или милость. Хан – это владыка, милостливый владыка. Так в Джунгарии айраты до прихода буддизма называли горы. У каждого рода практически была своя родовая гора, на которой находился свой собственный родовой дух. И они поклонялись этой горе, ездили туда, повязывали ленты. Они называются, кстати, залмы, эти ленты. Вот, знаете, да, на деревьях вяжут, кто в Элисту приезжал, наверняка видели кучу разных таких вот красивых лент разноцветных. Так вот эти ленты, залмы вязали, там еще что-то делали. Но что важно и интересно, а ведь мы были кочевниками, и вокруг своей горы ведь ходили, уходили на далекие расстояния, видели и другие какие-то горы. И вот не зная имена тех духов, которые были на других горах, их называли хэрхэн. Таким образом, культ гор, как соединение земли и неба, существовал у нас с самых древнейших времен, еще тех времен, когда доисторических, то есть даже исторически это не зафиксировано было, когда эти культы сохранялись у нас. Когда мы пришли на Волгу, здесь особо много гор не было. Самая большая высокая гора – это гора Богдо, наверное, да, в Астраханской области. Но в современной Калмыкии это гора Шарет в Экибургском районе. И культ гор как-то сошел на нет, а слово присказка «хэрхэн» осталось. И поклонение какому-то бугру, камню, который выделяется среди ровного степного ландшафта этого, вот этот культ сохранился и остался. То есть поклонение какой-то возвышенности, это еще из Джунгарии привезенный культ, который до сегодняшнего дня сохранился у нас. Это тоже очень интересно. Есть по поводу этого отдельные исследования разных ученых, и Эльзы Петровны Бакаевой, и Элары Макаевой, ну, наших местных. Куча монгольских исследователей занимались этим, конкретно даже по айратским культам этим. Ну, есть много интересных книг, которые могут больше расширить эту тему и объяснить ее нам. Если получится, мы будем со временем сканировать эти книги, размещать на сайте Центра по развитию калмыцкого языка, на русском языке. Ну, на монгольском перевести, наверное, это будет достаточно сложно, поэтому на монгольском постараемся какие-то книги тоже опубликовать там, чтобы это стало достоянием. Кто-то наверняка найдет, увидит, поймет это, и будет интересно. Спасибо, очень интересно. То есть, получается, здесь можно проследить как буддийское влияние, возможно, да, то есть как бы поклоняться любому, потому что это все в нашем уме, поклонение своему духу. Можно как бы любой объект как бы
взять и как бы олицетворять с Буддой, с природой Будды. Вот. И шаманистская древняя, то есть это шаманская все-таки, да? Это шаманское, конечно. Это называется анимизм. Анимизм, да. Анимизм, да. Олицетворение или как? Одушевление каких-то Одушевление. неодушевленных объектов или предметов. Да. Анимизм. Мгм. Мне было очень приятно увидеть своих старых знакомых уже здесь сегодня и новых людей, кого я раньше не видел. Приятно познакомиться со всеми. Мы еще будем с вами встречаться, потому что правительство попросило, чтобы мы с нашими зарубежными диаспорами, ну, как минимум 4 раза в год встречались в эфире и составляли какие-то такие рассказы, диалоги, чтобы поддерживать состояние нашей родной культуры и у вас за рубежом, ну, по мере своих знаний, по мере своих возможностей. С радостью буду это делать, потому что действительно это очень важно и интересно. Я думаю, что если вы расскажете своим родным, близким, знакомым, детям, внукам и всем остальным, кто есть, то мы таким образом все внесем такой очень большой ощутимый вклад в сохранение своей традиционной культуры, которая действительно в этом мире одна из самых уникальных. Всем большое спасибо. Спасибо большое, Геннадий. Будем сотрудничать дальше. Спасибо. Большое. Благодарим. Накануне праздника Цагансар хотела пожелать тоже вам счастья, здоровья, успехов в новом наступающем году. К Взаимно. сожалению, не владею калмыцким так хорошо, чтобы знать юряли. Ну, это такое, это целое мастерство. К сожалению, говорю это на русском, желаю на русском. Битикле юрячкнев. Хорошо. Жил болғын сағаған кеже. Жиғлин бейдігі ендіже. Жекті сәқін қалмығнерен жешнірден бәрілжі йоцқатын. Өкінрин заясын заңшалығы өргжүлет өрден дутан ерен өргет қаңғағат йолтын. Окын тенгір бұрқын ойынтын мәднегі қәрінжі. Олынды өргет. Тыхтя. До свидания. Большое спасибо всем за внимание, за уделенное время. Мы прям так хорошо, долго поговорили. Сен